Мое дорогое дитя, начни сейчас путь, предназначенный только для самых смелых душ среди нас. Ваш выбор является осознанным и целенаправленным для выполнения очень важной миссии, которая предстоит вам. Я стою рядом с тобой, становясь маяком, который ведет тебя через неизведанный мир, проходя через все испытания и невзгоды. Вместе мы победим и победим. Не сомневайтесь в своей судьбе. Это было написано с самого начала. Моя любовь бесконечна и неделима с самого начала. Ваше путешествие к просветлению было предсказано и ожидаемо с безграничным желанием. В моменты тьмы вы можете подвергнуть сомнению мое существование среди боли и печали. Но, пожалуйста, знайте, что у меня есть сила исцелить и стереть тени прошлого. Примите настоящее. Ваше будущее полно обещаний и благословений. Сила и жизненная сила возвращаются и ждут новые приключения. Пожалуйста, освободите оковы вчерашнего дня. Прощение принадлежит вам. Окружите себя людьми, которые ценят вас и поднимают вам настроение. Отвергните любого, кто пытается затемнить мой свет внутри вас. Вы свободны от тюрьмы вашего окружения. Берегите своих детей, бегите от токсичности. Изменения требуют действий с вашей стороны. Возьмите на себя ответственность за свое благополучие. Вы умны и ответственны. Завершите цикл боли. Я заплатил за это своей кровью. Моя любовь не имеет границ. Если попросишь, получишь чудо. Поверьте мне. Будьте свободны и осуществите свою мечту. Дорогое дитя, знай это. Ты особенный. Посмотрите на себя моими глазами, если сможете понять глубину моей любви. Ваша благодарность переполнится, и ваша преданность не сдастся. Покоряйте землю обетованную, руководствуясь любовью. Никаких цепей. Мой голос разжег мою внутреннюю смелость. Поймите, вы воскресли и возродились через жертву. Пусть у тебя все получится. Моя дверь всегда открыта для тебя. Придите ко мне с благодарным и смиренным сердцем. Тогда я окружу тебя любовью, превосходящей всякое понимание. Пожалуйста, сядьте рядом со мной. Обратите свои глаза веры на меня. Вы очень благословлены и имеете неограниченный доступ к моей бесконечной силе. Все, что у меня есть, твое, как я обещал и повелел. Просите, и вы получите. Я накормлю тебя самой сладкой едой и самой лучшей едой. Вам предстоит сыграть важную роль, поэтому не расстраивайтесь и не разочаровывайтесь. Моя любовь к тебе настолько широка и глубока, что теперь превосходит твое понимание. Тем не менее, верьте в него, ощущайте его присутствие и действуйте верой. Пожалуйста, поверь, что я никогда не лгал и что я всегда с тобой. Я искренне уверен, что моя любовь к тебе безмерна, и не хочу, чтобы ты больше страдал. Я знаю, через какие трудности ты проходишь, и ты чувствуешь, что твои силы угасают. Вы пытаетесь скрыть свою боль и сделать смелое лицо. Но я понимаю тебя лучше, чем ты понимаешь себя. Возможно, ты обманываешь себя в зеркале, но я вижу твою истинную сущность, дух и сердце даже в самые смелые моменты. Приходите ко мне и разделите бремя, которое мешает вам публично выразить свои опасения.
Я поймаю каждую слезу, которая упадет, и подниму тебя. Отбросьте свои сомнения и возложите свои заботы на меня. Я вынесу все это ради тебя. Став моим ребенком, вы получите право на множество благословений и чудес, которые окажут глубокое влияние на вас и тех, кого вы любите. Когда мои обещания реализуются внутри вас, вы испытаете радость и удовлетворение. Я никогда тебя не оставлю. Мои ангелы будут присматривать за вами и обеспечивать вашу безопасность. Призывайте меня в молитве каждое утро. Тогда вы станете свидетелем преобразующей силы моей нежной любви, которая украсит ваш день миром и благословениями. Поговорите со мной, когда возникнут неожиданные трудности. Тогда я осветлю твой путь, чтобы ты мог принимать мудрые решения. Я дам вам необходимую мудрость и дам вам знаки, которые направят вас, гарантируя уверенность в том направлении, в котором вам нужно двигаться. Будьте уверены. Я всегда сделаю для тебя все возможное, потому что ты это заслужил. Спросите, будут ли только ваше сердце наполнены верностью мне и чистыми намерениями. Тогда оно будет дано вам по моей воле. Ты дитя всемогущего Бога, и я предана рядом с тобой. Поэтому никто не сможет противостоять вам или причинить вам вред. С любовью я направляю каждый ваш шаг, иду с вами, открываю перед вами новые пути, и все, что вы делаете во имя мое, будет благословлено. Со мной вы почувствуете изобилие и успех во всех своих начинаниях. Ваши мечты и планы будут процветать, потому что только я могу видеть и решать твое будущее. Ваша семья будет благословлена, а ваши усилия принесут обильные плоды. Ибо я, твой всемогущий Бог, всегда с тобой. Никакая беда не постигнет твой дом, потому что мое присутствие окружает тебя и защищает от злых духов, тяжелых болезней, трудностей, ненависти и горечи. Ваша семья находится под божественной защитой моего Святого Духа. Я дал тебе твердое обещание, и оно будет длиться вечно. Помните, ваша вера должна быть крепкой, как горчичное зерно, которое, хотя и маленькое, вырастает в самое могучее дерево. Ты тоже, я знаю, на какие высоты ты поднимешься. Мое слово настолько могущественно, что вы можете приказать горам двигаться во имя мое, и они подчинятся. Не сомневайся во мне, потому что я единственный верный Бог. Что бы ни случилось, я никогда не оставлю тебя. Моя любовь к тебе вечна. Не забывайте, что я знаю каждый аспект вашего существа, ваших эмоций, ваших мыслей и ваших действий. Поэтому я знаю, что ты заслуживаешь всей любви, которую я могу предложить. Никто не знает тебя лучше меня, потому что я создал тебя по своему образу. Отбросьте всю ненависть и желание мести. Пожалуйста, помолитесь, чтобы те, кто преследовал вас, нашли дорогу ко мне. Пусть моих слов и заповедей не будет в их жизни, но оставьте их мне, потому что я буду творить чудеса. Я коснусь их сердец и открою им правду. Не тратьте время на мелочи. Сосредоточьтесь на мне, моих обещаниях и всем, что я приготовил вам дать. Я был с тобой с момента твоего рождения, даже очень давно. Я наблюдал за твоим ростом и за всем, через что тебе пришлось пройти. Без сомнения, вы действительно удивительны.
Я здесь, чтобы дать вам силы и убрать весь страх. Я обещаю вам, что за каждым испытанием, с которым вы сталкиваетесь, стоит божественная цель, и что после трудного сезона вас всегда ждет что-то хорошее. Сегодня твой день – это твое время. Поднимите руку, отдайте мне свое сердце и снова начните жить правильно. Наполнитесь радостью, потому что этот год изменит вашу жизнь, и если вы будете крепко держаться прекрасной любви, которую я вам дарю. Я просто надеюсь, что вы верите в меня и сохраните свою веру сильной, потому что я собираюсь полностью изменить твою жизнь. Вы увидите, как заживут прошлые раны, и вы больше не будете страдать. Я хочу, чтобы ты увидел себя так, как вижу тебя я. Независимо от вашего успеха или неудачи, вы очень важны для меня. Моя любовь к тебе продолжает расти. Каждый опыт, через который вы прошли, готовит что-то особенное для вас и вашей семьи. Не тратьте зря время и силы, думая о недостатках любимого человека. Скоро все изменится. Они будут расти в понимании, мудрости и духовной зрелости. Люди в вашей жизни теперь изменятся. Я активно работаю над их изменением. Продолжайте молиться, потому что эти трудные времена закончатся. Ваша семья вновь обретет счастье, а в вашем доме воцарятся мир и согласие. Но, пожалуйста, сначала сообщите мне обо всех своих заботах и молитвах. Не позволяйте ничему лишить вас радости, которую вы ищете. Говорите хорошо и избегайте высказываний, которые могут ранить других. Прежде чем попытаться исправить свою семью, найдите минутку, чтобы успокоить свой разум, сделайте паузу и обратитесь за моим руководством. Тогда я наполню тебя надеждой и силой. Позвольте нам помочь вам оказать любящую помощь вашему близкому человеку. Я буду с тобой, присматривая за тобой весь день, каждый день, даже когда ты спишь. Я буду говорить с вами через мое учение, чтобы вы могли мечтать о чудесных планах, которые я приготовил для вас. Вы проснитесь ярким и здоровым, способным спокойно справиться с любой ситуацией. Я не позволю тебе столкнуться с чем-то, что выходит за рамки твоей способности вынести. Но если в этот момент вы почувствуете себя подавленным, поверьте мне, когда я вам скажу. Вы можете выжить. Просто встаньте и идите вперед без слез и обид. Еще через несколько шагов вы получите награды за терпение, подарки за верность и результаты вашего труда. Это мой способ показать, что я ценю вашу преданность и вашу решимость держать голову высоко и сражаться до конца с решимостью и достоинством. Я даю тебе силу попирать змей, скорпионов, лживых духов и всякую злую силу, и ничто не сможет причинить тебе вред. Я хочу видеть вас полными непоколебимой уверенности, непоколебимого энтузиазма и уверенности в том, что все удивительные вещи, которых вы ожидаете, скоро сбудутся. Примите эту истину. Не бойтесь жизненных испытаний, не бегите от трудностей, не бегите от конфликтов. Осмелитесь взглянуть в лицо своим проблемам под моим руководством и моей рукой. Будьте уверены, что вы стоите твердо, эмоции не одолеют вас и никакая болезнь не встанет на вашем пути. Я ваш терапевт, защитник, поставщик и защитник. Я удовлетворяю ваши потребности, увеличиваю вознаграждение за ваши усилия, укрепляю вашу веру и успокаиваю ваш разум.
Прежде всего, сегодня я вселяю в твое сердце непоколебимую веру в то, что моя любовь к тебе бесконечна. Даже если ты упадешь и пошатнешься, моя любовь продолжится и всегда будет помогать тебе во всем. Ваша жизнь – это путешествие, наполненное приятными сюрпризами, обильными возможностями и ростом, ведущим к большим достижениям. Ваше лицо, сияющее верой, и ваша уверенная улыбка освещают всех вокруг вас. Мое общение, особенно с семьей, отражает мою силу и любовь и показывает другим чудеса, которые я могу творить для тех, кто доверяет мне свои сердца. Я уверен, что каждая задача, с которой вы сталкиваетесь сегодня, имеет высшую цель. Поэтому не позволяйте страху или беспокойству мешать вашему духу. Продолжайте идти по этому пути с решимостью, потому что я всегда рядом с вами, предлагая любовь и мир, терпение и настойчивость, и сея семена радости и мира в ваше существо. Моя любовь к тебе безмерна. Ваше терпение меня поражает. Я призывал вас быть сильными, и вы ответили с невероятным духом, храбро сражаясь сверх того, о чем я просил. Ваши действия демонстрируют приверженность и лояльность. Я рад видеть, как семена, которые я посеял в вас, растут и дают потрясающие результаты. Будьте уверены, впереди нас ждут лучшие и светлые дни. Вы превосходите свои стремления и мечты и попадаете в царство, наполненное благословениями и радостью. Среди шума и суматохи этого мира я здесь, чтобы мягко обратиться к вашим сердцам. Когда другие пытаются сломить тебя и расшевелить старые раны, я твоя защита, твоя сила и твоя вездесущая помощь. Когда появятся тени сомнения и отчаяния, помни, что ты выгравирован на моей ладони. Твое имя выгравировано во мне. Ни самая высокая гора, ни самое глубокое море, ни самая сильная ложь, ни самая упорная неудача, ничто не сможет разлучить тебя с моей любовью. Ты мой, и я твой навсегда. Я знаю битвы, с которыми ты столкнулся, слезы, которые ты пролил, моменты, когда ты хотел сдаться. Но я Бог, который видит, Бог, который знает все ваши трудности и все ваши успехи. Я недалеко и не один, я наблюдаю издалека. Нет, я здесь, иду рядом с тобой и несу тебя, когда ты больше не можешь этого терпеть. Какой бы маленькой ни казалась ваша вера, она становится сильной крепостью против нападений врага. Это щит от всех раскаленных стрел и меч, пробивающий всю ложь. Так что держитесь этой веры, даже когда мир говорит вам отпустить ее. Держись моего обещания, потому что это ваш якорь даже во время шторма. Я еще не закончил с тобой. Ваша история еще пишется, и каждая страница наполнена моей добротой и милостью. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, предназначены не для того, чтобы уничтожить вас, а для того, чтобы усовершенствовать вас и превратить в шедевр, который я создал для вас. Доверяйте процессу, даже если он причиняет боль. Пожалуйста, доверьтесь моему плану, даже если вы не увидите результатов. Вас не определяют ваше прошлое, ваши ошибки или ваши недостатки. Тебя определяет сила моей любви, моей жертвы и моего воскресения. Я спас тебя, назвал тебя по имени и предназначил тебя для цели, которую можешь выполнить только ты. Поэтому не позволяйте голосу осуждения заглушить голос вашего духа.
Услышь мой шепот и позволь им направлять каждый твой шаг. Я Бог прорыва, который прокладывает путь там, где, казалось бы, пути нет. Я Бог изобилия, который дает вам больше, чем вы просите или представляете. Я Бог восстановления, который собирает фрагменты вашей жизни и формирует из них прекрасную мозаику. Поэтому придите ко мне, утомленные и обремененные, и я дам вам покой. Отбросьте свое бремя, свои страхи, свои сомнения, свою неуверенность. Обменяйте их на мой покой, мою радость, мою силу, мою любовь. Пусть моя доброта наполнит вас так обильно, что она перельется в каждый уголок вашего мира. Когда вы прогуляетесь со мной, вы увидите мои руки за работой. Вы ощутите полноту моего присутствия, изобилие моей милости и глубину моей любви так, как вы даже и не мечтали. Ты будешь живым доказательством моей верности, сияющим светом в темном и безнадежном мире. Я недалекий Бог, который требует совершенства и наказывает за неудачи. Я любящий Отец, который дает благодать и милость с каждым моим вздохом. Я делаю тебя счастливым не из-за того, что ты делаешь, а из-за того, кто ты есть. Ты мой любимый сын, моя драгоценная собственность, зеница моего ак. Так пусть моя любовь будет фундаментом, на котором вы строите свою жизнь. Пусть моя истина будет компасом, указывающим ваш путь, и пусть моя душа будет ветром под вашими крыльями, дающим вам возможность взлететь к новым высотам. Пусть моя милость станет страховочной сетью, которая поймает тебя, когда ты упадешь. В долине, на вершине горы, в бурю, в штиль я всегда с тобой. Я никогда не оставлю тебя и никогда не оставлю тебя. Я буду сражаться за тебя, защищать тебя и защищать тебя. Я буду твоей силой, когда ты будешь слаб. Я буду твоим утешителем, когда ты будешь болен. И я буду твоей радостью, когда тебе будет грустно. Так что поверьте мне. Даже если ты не можешь следить за моими руками, поверь мне. Доверяйте мне, даже если мир говорит вам не делать этого. Держись за мою любовь, потому что оно никогда не отпустит тебя. И знайте, что я все делаю для вашего блага. Вы не лицо в толпе, число в списке или винтик в машине. Вы шедевр, произведение искусства, уникальное творение. У вас есть своя уникальная судьба и призвание, выполнить которое можете только вы. Я вооружу вас, наделю силой и буду направлять вас на каждом этапе пути. Так что не бойтесь мечтать о многом, сделайте шаг с верой и доверьтесь мне всем своим сердцем. Я Бог невозможного, тот, кто велит жизнь в мертвое место и надежду в безнадежные ситуации. Посмотрите на меня, и вы найдете в себе силы выстоять, смелость продолжать и веру, чтобы сдвинуть горы. Вы увидите, как мои руки работают во всех сферах вашей жизни, принося исцеление, восстановление и трансформацию. Поэтому не соглашайтесь на посредственную жизнь, удовлетворительную веру или теплые отношения со мной. Идите внутрь, копайте глубже и ищите меня всем своим сердцем. Пусть моя любовь будет огнем, который сжигает тебя. Пусть моя истина будет якорем, который поддерживает тебя. И пусть моя душа будет ветром, который толкает тебя вперед. Я назвал тебя по имени, и ты мой. Ты выгравирован на моей ладони, и я никогда тебя не забуду. Я любил тебя вечной любовью и никогда не перестану преследовать тебя. Я дал тебе надежду и будущее,
я никогда не оставлю тебя и не оставлю тебя. Так что ходите с уверенностью в моей любви, уверенностью в моем присутствии и силой моего духа. Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Будь маяком надежды, носителем благодати и проводником моей любви к миру, который в ней отчаянно нуждается. И всегда помни, моя драгоценная дочь, что ты бесконечно любима, бесконечно ценна и предназначена для величия. Вас не определяют ваше прошлое, неудачи или слабости. Вы определены моей любовью, моей милостью и моей силой. Так что примите свою истинную личность, вступите в свою Богом данную судьбу и наблюдайте, как я делаю больше, чем вы когда-либо могли попросить или представить. В моих защитных объятиях вы обретите мир и спокойствие, поскольку я забочусь о вашем благополучии и внутреннем мире. Я прошу только вашей непоколебимой веры, вашего искреннего сердца, вашей непоколебимой преданности и вашей полной приверженности нашим связям. Я не хочу лишать вас ваших стремлений или тушить огонь надежды. Мое единственное желание – быть направляющей силой в вашей жизни. Во время исследования приготовьтесь стать свидетелем чудес, превосходящих ваше воображение. Моя любовь к тебе бесконечна. Это чистая сила, вечная и неделимая. Вы больше не будете бояться трудностей и не будете подвержены иллюзиям этого мира. Я вдыхаю в вас жизнь, зажигаю вашу веру и дарую вам дар духовной ясности. Моя любовь вечна и непоколебима, независимо от твоих несовершенств и тяжести твоего бремени. Я протягиваю вам руку, готовую поднять вас из бездны отчаяния и провести в царство непоколебимой духовной силы. В моих глазах ты неизмеримое сокровище. Сегодня я объявляю о твоем освобождении от оков печали и печали. Примите эту освобождающую любовь, начертанную несмываемыми чернилами преданности. Ваша свобода – это не то, что вы заслужили своими заслугами, а одна вам как дар, рожденный бесконечной любовью. Я освобождаюсь от оков одиночества и страха и вступаю в это новое существование, окутанное теплом собственного существа. Отправьтесь в плавание к победоносной гавани, где вас ждет вечная радость, процветание и божественное изобилие. Отбросьте все свои сомнения, ибо ваша победа, несомненно, скреплена моим обещанием и усилена всепоглощающей любовью. Погрузитесь в эту удивительную любовь, которая просачивается в вас и преображает вас изнутри. Это рассеет туман неуверенности и подтвердит вашу истинную личность. Знайте, что я архитектор Вселенной, здесь, чтобы выразить вам свою любовь в это время. Я надеюсь, что эти слова найдут отклик в пространстве вашего сердца, потому что я надеюсь глубоко тронуть вас здесь и сейчас. Несмотря на препятствия, моя любовь остается стойкой и гарантирует, что ты всегда будешь в моих объятиях. Крепко держите свою веру в меня, слушайте мой голос и будьте свидетелем проявления моих обещаний в вашей жизни. Моя драгоценная дочь, мой возлюбленный сын, ты – жемчужина моего творения и самый любимый в моих глазах. Ваше существование – не совпадение и не просто ирония судьбы. Моя любовь к тебе вплетена в ткань вечности с тщательной заботой и бесконечной любовью, которая предшествовала твоему существованию. Я создал тебя и наделил тебя целью и судьбой. Я вдыхаю жизнь в ваши легкие,
сажаю в вас семена величия и прокладываю путь к будущему, украшенному бесчисленными благословениями. В моих глазах вы шедевр несравненной красоты и ценности, на которые не влияют мнения и суждения других. Я понимаю, что временами вы можете чувствовать разочарование или застой, задаваясь вопросом, не наступили ли ожидаемые вами благословения. Как мое дитя, я уверяю вас, что это означает не отказ от моих благословений, а скорее отказ от вашей зависимости от меня. Твой разум запутался в мимолетных удовольствиях мира и увел тебя от ритма моих повелений. Требования общества отвратили вас от моего учения, ваших молитв и вашей твердой веры. Сейчас настало время вернуться ко мне с сокрушенным и смиренным сердцем, готовым отпустить отвлекающие факторы и заботы, которые удерживали вас. Откройте для себя заново свою веру в мою силу изменить вашу ситуацию и мою благодать, чтобы спасти вас. В это время вы станете свидетелем того, как благодать, которую я приготовил для вас, обильно изольется в вашу жизнь. Поймите, что благодаря мне эти благословения осуществятся, когда вы снова поверите в меня. Если ты доверишься мне, то будешь как дерево, посаженное при потоках вод, которые приносят плод в свое время и листья которого не вянут и не вянут. Даже во время засухи вы останетесь энергичными и процветающими, на вас не повлияют суровые условия вокруг вас. Любовь моя, сегодня я прошу тебя довериться мне, потому что только у меня есть сила восстановить утраченное, залечить раны твоей души и восстановить разбитые кусочки внутри тебя. Позвольте моим словам изменить ваше настоящее и вселить в ваше будущее непоколебимую надежду. Поверьте мне. Тогда вы станете свидетелем того, каким удивительным образом мои обещания живут в вашем мире. Я неустанно работаю для вас и веду вас к изобильному существованию, которое было предназначено вам с самого начала. Не сдавайтесь на этом пути, по которому вы должны идти. Отвергайте влияние своего окружения. Двигайтесь вперед, зная, что я дам вам силу могучего буйвола, чтобы помочь вам снова подняться. Доверься мне еще раз и сдержи данное мною обещание. Ибо все, что я сказал о тебе, сбудется. Вы встретите мою проявленную силу и славу в своей жизни и станете свидетелем того, как раскрываются мои планы для вас. Отныне не полагайтесь только на то, что видите невооруженным глазом. Это может привести к разочарованию и отчаянию. Вместо этого откройте глаза веры и начните видеть свой потенциал. В каждой проблеме ищите возможность решения. Представьте себе лучи моего существа. Доверьтесь моей способности изменить вашу реальность и открыть двери, которые кажутся закрытыми. Нет никаких сомнений в том, что я говорю вам сегодня. Даже когда тебе предстоит столкнуться с самыми страшными испытаниями, я все устрою для твоей пользы. Доверьтесь мне полностью и полагайтесь не на свой разум, не на одну человеческую силу, но всю свою веру и надежду возложите на меня. Потому что я единственный, кто может вернуть мертвых к жизни и проложить путь, которого, кажется, не существует. Пришло время вашим устам произнести слова благословения. Сделав это, вы станете свидетелем того, как мои благословения раскрываются во всех аспектах вашей жизни. Провозглашайте мое слово даже в трудные времена. Тогда слова принесут плоды в вашей жизни. Помните, истинная вера,
очищается через крест жизненных испытаний. Теперь встань и приблизься к моему жертвеннику. Не тратьте время, пытаясь прожить жизнь по-своему. Приходите и изложите мне все свои планы. Доверьте мне свои стремления и мечты. Возьми меня за руку и сдержи свое обещание. Уверяю вас, что ваша вера будет гореть, и вы увидите проявление всего, что вы себе представляли. Ибо я не разочаровываю тех, кто доверяет мне. Как бы безнадежно это ни было, проснись сейчас же. Даже в этот самый момент моя любовь к тебе все еще сильна. Я здесь протягиваю вам руку прощения и восстановления и терпеливо жду, когда вы вернетесь ко мне со смиренным и раскаявшимся сердцем. Не бойся подойти ко мне, потому что моя любовь преодолевает твои ошибки. Сегодня я приглашаю тебя снова опереться на меня, всегда говорить о моей любви и идти с уверенностью, что я всегда буду рядом с тобой. Начиная с сегодняшнего дня, поставь перед собой задачу искать меня каждое утро и вечер. Я позабочусь обо всем за тебя. Ваша жизнь будет переполнена добротой и благословениями, и вы станете свидетелем чудесных способов, которыми моя любовь и верность проявляются в вашем существе. Верьте тому, что я вам говорю. Поверь в это. Тогда вы увидите, как ваша жизнь изменится. Я созвучен боли твоего сердца и глубокому крику твоей души. Позвольте мне быть вашим источником утешения. Я полностью понимаю все трудности и горести, с которыми вы сталкиваетесь, а также мечты и надежды, которые таятся внутри вас. Я очень хорошо знаю, какое бремя вы несете и какой вес каждая проблема ложится на ваши плечи. Ты никогда не ускользаешь из моего поля зрения, мое драгоценное дитя. Я понимаю глубину всего, что ты держишь. Помни, я чувствовал каждую пролитую тобой слезу и каждую боль, которую ты испытал. Я никогда не позволяю тебе встретиться с тьмой. Я всегда рядом, окружая тебя своей любовью. Я никогда не был вдали от тебя ни на мгновение. Моя любовь к тебе вечна и безусловна, даже если ты чувствуешь себя подавленным или подавленным этим подарком. Знай, что я всегда с тобой в каждую минуту. Я никогда не оставлю тебя, даже в самой глубокой тьме. Моя дорогая принцесса, мой дорогой принц, не бойся показать мне свое сердце. Я знаю тебя до глубины души. Я знаю ваши успехи и достижения, но я также знаю ваши слабости и недостатки. Я понимаю, что временами вы чувствовали себя потерянным и одиноким, как будто сбились с пути. Но я хочу быть уверен, что моя любовь к тебе никогда не поколеблется. Как бы далеко ты ни путешествовал, как бы часто ты ни падал, я люблю тебя целиком и навсегда. Я всегда здесь и жду, когда ты вернешься ко мне. Помните, что мое прощение не имеет границ. В моей любви ты обретешь радость и покой, которые так долго искал. Ближе ко мне. Погрузитесь в мои слова, потому что в этих словах содержится утешение и мудрость, необходимые вам для решения проблем. В нем вы найдете выход и решение всех проблем. Поверьте мне, потому что моя доброта сильнее всех трудностей, и я готова спасти тебя из любой трудной ситуации. Помните, моя любовь к вам не зависит от ваших действий или достижений. Я всегда здесь, чтобы помочь вам и приветствовать вас с распростертыми объятиями.
Мой драгоценный ребенок, предстань передо мной. Почувствуй мое присутствие рядом с тобой, чтобы я мог залечить раны твоего сердца. Принеси мне все свои тяготы и заботы. Я достану их для тебя. Моя сила способна превратить любую боль в силу и каждую печаль в надежду. Теперь ты смеешь мне верить. Ты бросишь все передо мной. Я наполню вас смелостью, чтобы избежать мрака и отчаяния, которые вас тяготят. Просто возьми меня за руку и позволь свету моего присутствия рассеять тьму вокруг тебя. Не бойтесь искать меня посреди бури. Я буду твоим покоем в твоих бедах. Я буду твоим спутником в одиночестве. В твоей боли я буду твоим утешением и силой. Никогда не забывай, что моя любовь к тебе намного сильнее любого испытания, с которым ты можешь столкнуться. Оставайтесь рядом со мной, потому что я ваш защитник и ваше прочное основание. Даже когда проблемы кажутся непреодолимыми, я рядом, чтобы поднять вас и укрепить. Так что не бойтесь и позвольте моей любви изменить вашу жизнь и жизнь тех, кого вы любите. Пусть мой свет освещает твой путь и ведет тебя к радости и уверенности. Я надеюсь увидеть ваше сердце наполненными радостью и надеждой. Не медлите, когда приближаетесь ко мне в молитве, потому что я всегда готов услышать и ответить на ваши запросы. Всякий раз, когда вы просите о чем-то, что, по вашему мнению, принесет пользу вам и другим, я позабочусь о том, чтобы вы это получили. Так что доверьтесь моим планам относительно вас, потому что я хочу для вас только самого лучшего. Позвольте мне напомнить вам. Приходи ко мне, когда тебе это понадобится. Я здесь, чтобы осветить ваш путь своими словами и передать знания и мудрость, которые вам нужны в жизни. Не волнуйтесь, если вы упадете или почувствуете слабость. Я здесь, чтобы простить ваши ошибки и дать вам необходимую силу. Поверьте мне. И позволь мне наполнить твое сердце любовью и твою жизнь своим присутствием. Таким образом, я могу проявлять к другим такую же доброту и любовь, как и к вам. Сегодня особенный день, потому что я освобождаю тебя от всех твоих бед и печалей. Я заберу все тяжелое бремя, которое делало тебя грустным, виноватым и грустным. Отпустите прошлое и с нетерпением ждите светлого будущего, которое я приготовил для вас. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках и не слушайте негативные голоса. Помните, что в моей любви вы всегда найдете прощение и восстановление для своей души. Не останавливайся на пути домой. Не поддавайтесь влиянию мыслей или идей, которые отличаются от того, что я говорю. Моя любовь к тебе – неугасимое пламя, священный огонь, горящий с непостижимой силой. Это любовь, которая превосходит ограничения времени и пространства и не знает границ. С каждым вашим вздохом, с каждым ударом вашего сердца я здесь, вдыхая в вас мою божественную сущность. Когда жизненные бури угрожают настигнуть вас, я непоколебимый якорь, который удерживает вас твердо. Я маяк, который проведет тебя сквозь самые темные ночи. Моя любовь – острый маяк надежды. В последние несколько месяцев вас ждет много удачи и крупных побед. Вы сталкиваетесь с борьбой, проблемами, трудностями и тревогами. Но сегодня я здесь, чтобы убрать всю печаль и отчаяние из вашей жизни и дома. Я признаю и вознагражу вашу веру,
перед лицом всех, кто насмехается над вами. Они будут потрясены и смущены, а завистники станут свидетелями вашего триумфального пробуждения. В этом месяце раскалывается морская вода. Моей сильной рукой я открою вам путь, чтобы вы могли без страха войти в землю, полную великих благословений. Вы всегда находитесь на высоком духовном уровне. Вы никогда не проигрывали и никогда не проиграете. Я даю тебе жизнь, силу и право восстать из праха и быть процветающим и счастливым. Даже в бурных водах я буду рядом с тобой, и ты не утонешь. Даже если ты перейдешь жестокие реки и пройдешь сквозь огонь, ты не обожжешься. Я дал тебе власть наступать на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага, и ничто не сможет причинить тебе вреда. Вы получили мое обещание, и мои благословения придут к вам. У меня на тебя потрясающие планы, и они сбудутся, как я и обещал. Мы проведем вас по правильному и хорошему пути к месту назначения. Я оставлю в твоих руках чудо, которого ты ждал, и ответ, которого ты ждал. Я отдаю себя вам от всего сердца и молюсь, чтобы ваши глаза были сосредоточены на словах, которые я вам дал, и чтобы ваши шаги были твердыми на пути, который я показываю вам сегодня. Я даю тебе силы и терпение, которые тебе нужны. Поднимайтесь с энтузиазмом, работайте смело и сталкивайтесь с трудностями без страха, ибо я открою ваш путь, изгоню всех ваших врагов и открою для вас двери благословений. Для вас наступает более красивая и процветающая эпоха. Я запечатлю это в твоем сердце, и ты никогда этого не забудешь. Эти слова будут звучать в вашей душе каждое утро. Вы больше не будете просыпаться в отчаянии и печали. Цепи, связывающие вас, разорваны. Любые проклятия, мучающие вас сейчас, исчезнут навсегда и никогда не вернутся. Ваши надежды возродятся, ваша улыбка засияет, а уверенность на вашем лице заслужит уважение окружающих. Вы вступаете в эпоху чудес и сверхъестественных чудес. Вы станете свидетелем прекрасных вещей, происходящих в жизни ваших близких. Я приготовлю тебе трапезу благословений перед твоими врагами и превознесу тебя перед твоей семьей и друзьями. Приготовьтесь к предстоящей новой жизни и смиренно примите все чудесные дары, которые ждут впереди. Примите это близко к сердцу и никогда не забывайте, кто благословил вас. Приходите каждый день, слушайте меня и укреплите свою веру. Наполните свой разум обещаниями успеха. Я всегда жду тебя и в этом месяце освобожу тебя от скрытых опасностей и невидимых атак. Оставайся в вере, как воин, и не позволяй врагам обмануть тебя ложью и ложью. Неважно, кто против тебя. Потому что, как твой отец, я защищаюсь изо всех сил. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить вам счастье и благословение в этом месяце. Когда возникают проблемы, я здесь, чтобы ответить. В случае опасности я твой защитник, а в случае нужды рассчитывай на мою помощь. Моя поддержка вечна, и я предан вам, вашей семье и будущим поколениям. Мне не хватает вашей веры, искренности, послушания, терпения и стойкости в моих словах и передо мной. Освободите себя от беспокойства. Твоя задача выжить, всему подчиняться и все доверить мне. Я ваш Отец и ваш Бог. Не тратьте зря время, которое я даю вам на беспокойство.
Если вы не верите в меня и поддаетесь беспокойству, вы оскорбите мою любовь и принесете печаль в свое сердце и болезни в свое тело. Уделяйте мне время каждый день, ищите мое лицо, готовьте свою душу. Я лично открою для вас дверь к изобилию. Готовьтесь к счастью. Добро пожаловать в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного, а для вас все возможно. Потому что ты сильный и никогда не перестаешь верить в меня. Так как ты был верен в малом, то теперь я дам тебе великое через веру. Пожалуйста, позвоните нам, когда мы вам понадобимся, и мы ответим. Я открою тебе чудеса великие и невидимые. Вы почувствуете небывалую силу, подобно орлу, парящему высоко к вершинам моей великой славы. Здесь ты увидишь новые благословения, которые я скоро дам тебе. Ты знаешь, я не вру, и я люблю тебя. Я всегда был здесь, чтобы помочь вам в трудную минуту, и теперь я готов поднять вас, исцелить и помочь вам вернуть все время, любовь и благословения, которые у вас есть, но враг пытается их украсть. Декабрь – синоним успеха, победы, счастья и средств к существованию. Начать. Откройте свое сердце, чтобы принять и почувствовать великую эмоцию осознания того, что ваш Отец Небесный с вами и что в декабре вас ждут великие благословения. Скажи мне сейчас, что если ты поверишь в этот месяц, я окружу тебя изобилием, и ты будешь успешен во всем. Внимательно выслушайте это сообщение и не игнорируйте совет, который я вам даю. Крепко держитесь этих слов, чтобы каждое утро просыпаться спокойно и умиротворенно, наполненные неукротимым духом и сверхъестественным миром. Вам суждена победа в этом месяце. Ваши стремления и цели сбудутся. Я не могу закончить этот год с пустыми руками, но я должен решить поверить в себя. Положи правую руку на сердце и пообещай мне, что будешь искать меня каждый день, несмотря ни на что. Тогда ваша душа останется спокойной. Я знаю, что ты борешься с разочарованием. Вот почему я говорю непосредственно с вами. Даже если буря сотрясает вашу интимную жизнь и тревога пытается вас напугать, говоря, что вы не достигнете своих целей, вы будете сопротивляться и не слушать. Не позволяйте мыслям о поражении или неудаче заполонить ваш разум. Вы созданы для победы. Сосредоточьтесь на том, что действительно ценно, помимо материальных благ и личных достижений. Берегите свою семью и будьте здоровы. Не начинайте Новый год с тяжелыми чувствами дома. Отпустите прошлые обиды. Этот месяц знаменует окончание конфликта. И моя слава восторжествует, если вы будете ежедневно искать меня в своих домах с непоколебимой верой. Мое великолепное присутствие сметет все темные силы, которые стремятся разделить вашу семью и лишить вас радости. Верьте, встаньте и продолжайте свой путь без страха. Потому что ты одолеешь всех, кто попытается остановить твою судьбу. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, носят временный характер, но вы должны встретить их мужественно, чтобы добиться победы. С ним ничего не случится. Моя душа – его щит, а мои сильные слова – его меч. Продолжайте свое путешествие, а если вам придется остановиться, позвольте себе помолиться, поразмышлять и отдохнуть. Каждый день уделяйте время себе, потому что есть что сказать. Поймите и поверьте всем своим существом, что вы имеете значение.
Ваша вера драгоценна, как и ваша жизнь. Вы должны поверить мне на слово и игнорировать тех, кто пытается умалить вашу ценность и важность. Я смотрю на тебя глазами любви. Я твой отец, и ты всегда был и всегда будешь важен для меня. И я повторю это несколько раз, потому что я хочу, чтобы в твоем сердце осталось то, что ты чувствуешь любовь в моих словах, и чтобы они приносили тебе радость, когда ты открываешь глаза утром и видишь мое присутствие рядом с тобой, и показываешь, как сильно я тебя люблю. Очень много. Вскоре в вашу жизнь повлияет очень мощное чудо, которое полностью изменит вас и вашу семью. Я держу то, что обещаю, а вы доверяете моим обещаниям. Однажды я сказал ему: «Позови меня, и я отвечу». И этот прекрасный ответ скоро появится, и вы скоро его увидите. Прочтите мои слова еще раз, примите мои указания и научитесь защищаться. И когда ваши враги попытаются украсть благословения, которые я дал вам, выступите против них. Я знаю, что есть люди, которые сгорают от ярости и зависти, когда видят твой успех, и они не могут устоять перед твоей улыбкой, единством и счастьем твоей семьи. Вот почему я прошу вас каждый день разговаривать со мной, питать себя мудростью и всегда быть внимательными и бдительными. Я знаю, что последние несколько месяцев были трудными, и понимаю ваши трудности. Но его вера стала для меня приятным сюрпризом. Вы столкнулись с многочисленными трудностями, но благодаря своей неукротимой храбрости преодолели всех своих врагов. Итак, пусть в этом новом месяце ваше сердце не будет пустым, а полным любви, поддержки и мотивации. В оставшиеся недели этого года вы станете свидетелем большего количества благословений, чем когда-либо видели, и станете свидетелем более великих чудес, чем когда-либо испытывали. Верьте с уверенностью, потому что это произойдет. Ходите по улицам с верой, признавая мое обещание победы, и пусть красивые улыбки на ваших лицах отражают мое отношение, смелость, авторитет и силу. Это послание приносит вам нерушимую силу. Напишите это своей рукой и скажите, во что вы верите. Почувствуйте, как мой Святой Дух окружает вас, поднимает и подталкивает вас на путь, полный успеха и победы, чтобы вы подчинялись моему слову, выполняли мою волю и двигались вперед с мужеством и верой. Примите эти слова с любовью, скажите, что вы верите, встаньте, протяните руку и приготовьтесь получить удивительные благословения, которые я приготовил для вас в этом месяце. Ты сталкиваешься со многими трудностями, но я даю тебе силы. Могут возникнуть разные ситуации, но что делает его храбрым, так это его вера в меня. Не бойтесь трудностей и сражайтесь лицом к лицу с борьбой и битвами. Укрепите свое сердце, сосредоточившись на моих обещаниях и моих словах. Даже в минуты слабости я никогда не оставляю его. Я никогда не оставляю его. Я удалил печаль из его души и наполнил его радостью. Если ты будешь усердно искать меня каждый день, закрой дверь своей комнаты и предстань передо мной. Когда ты восхваляешь и поклоняешься всем своим сердцем, и плачешь всем своим сердцем и душой, верь, что я услышу тебя и услышу тебя. Ты достиг самый высокий уровень. Я знаю каждую деталь его жизни. Я чувствую себя вместе с тобой, когда ты доверяешь мне и разделяешь свои трудности. Когда он доверил мне свое будущее и планы,
на небесах был пир, и я послал тысячи ангелов защитить его. Я решу ваши проблемы не вашей силой или мудростью, а моим духом и силой. Вы победите и преуспеете в каждом вызове, с которым столкнетесь, потому что я на стороне тех, кого люблю. Я благословляю храброго человека, который верит. Но те, кто подчиняет себя негативу, те, кто покрывает себя моей истиной, те, кто презирает мое слово и насмехается над этой исцеляющей и спасающей любовью, и те, у кого нет смелости поверить в истинного Бога, не испытают благословений, которые я резерв для них. Для верующих. Я всегда внимателен к вашим молитвам. Особенно, когда ты молишься у моих ног в трудную минуту. Вскоре вы увидите своими глазами, как вы будете освобождены, укреплены и возвышены моей любовью и силой. Люби меня, твои благословения велики и велики, твое терпение и изобилие, а твоя вера сильнее. Вы будете принимать мудрые решения и смело преодолевать все препятствия, встающие на вашем пути. Теперь вы готовы сделать шаг веры и подняться на эту гору. Я жду тебя наверху. Моя любовь к тебе чиста, вечна и вечна. В эти трудные времена важно относиться к себе с уверенностью. Не позволяйте угрозам и трудностям украсть ваш мир и веру. Я чувствую твою боль, и мое сердце тронуто твоей искренностью. Мое самое большое желание – благословить вас, как я обещал ранее. Пожалуйста, скажите мне, что вы готовы принять мои благословения и будете относиться к нему с большой любовью и заботой. Даже в минуты печали помни, что я всегда с тобой, держу тебя на ладони и окутываю моей святой плащу. Я люблю тебя всей душой. Ты мой сын, моя дочь. Я благословлю тебя изо всех сил и воли. Я держу все, что обещала, я всегда буду рядом с ним, я не оставлю его даже в эту бурю, я все еще с тобой. Мой план для вас – это высшая и вечная идея, которая приведет вас к месту назначения, миру и процветанию. Ситуация может показаться сложной, но если вы посмотрите на нее с верой и надеждой, измените свои мысли и убежденно поверите моим словам, ваша жизнь изменится. Каждое утро, полдень и ночь перед сном вставайте на колени и ищите меня. Я люблю, когда ты говоришь со мной. Даже сейчас своими естественными, невидящими глазами вы знаете, что небеса содрогаются, когда вы молитесь и хвалите с верой. Он взывает об облегчении своей болезни и просит Бога защитить его семью, поскольку они молятся, чтобы он не остался позади. Послушайте мой ответ. Даже если все оставят тебя, я не оставлю тебя. Даже если те, кто говорит, что любит тебя, потерпят неудачу, моя любовь к тебе сильнее и истиннее. Я никогда не терпел неудач и никогда не разочарую вас. Ваша семья, ваше будущее, ваше здоровье в моих руках. Цените, берегите и берегите свои благословения. Придерживайтесь небольших и точных моментов. Тогда ваши благословения умножатся, принеся вам больше вещей, имеющих вечную ценность. Сын мой, дочь моя, твоя любовь ко мне важна, и я желаю, чтобы ты чувствовал себя любимым. Иногда вы можете просыпаться грустным с необъяснимыми чувствами, внезапным беспокойством и не понимая почему, как будто ваши эмоции пытаются что-то сообщить. Вы должны понять, и я должен сказать вам, что это чувство – это ответ вашего сердца на мой Святой Дух,
зовущий вас по имени утром и будящий вас, когда вы начинаете уходить. Вы слишком заняты, чтобы сидеть и вспоминать меня, но мой дух настаивает на том, чтобы вы не позволили себе оставаться пустыми. Грусть, которую вы чувствуете, это отчаянная любовь вашей души, духа и сердца, зная, что вы можете умереть от жажды, если не выпьете живую воду, которая исцеляет, наполняет и очищает все, что сдерживает вас и вызывает эмоции. И успокойся. Если вы чувствуете грусть и пустоту, это явный признак того, что это было перед вами не так давно. Не живи так. Продолжение этой ситуации только повредит вашим эмоциям во время борьбы. Вместо того, чтобы относиться к ним с верой, вы можете обманом заставить их поверить, что они наказывают вас. Но это неправда. Я Бог. Я не лгу. Во мне нет лжи. Многие вещи, которые я делаю, чтобы любить тебя, доказывают, как сильно я люблю тебя, любовь, которую невозможно описать словом «много». Иди ко мне. Я наполню твою душу божественной сладостью. Я окружу тебя такой всепоглощающей любовью, что твои слезы превратятся в чистую радость. Где бы вы ни находились, вы не будете чувствовать себя плохо. Если ты плачешь и кто-то спрашивает, скажи правду. Вы чувствуете великую любовь вашего Небесного Отца. Вы получите благословения, которых так ждали. Злой враг пытается отобрать тебя у меня. Но не сдавайтесь. Я понимаю, что ты чувствуешь, не уходи и не прячься. Как ты думаешь, что я не настоящий и не могу любить тебя? Вы меня глубоко тронули этой мыслью. У меня есть чувства, и я действительно люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты покидал меня. Ты мой сын, моя дочь. Конечно, я люблю тебя. Это не тот человек, к которому вы идете навестить себя, когда у вас депрессия. Я обнимаю тебя с любовью, очищаю твою душу, прощаю твои ошибки, исцеляю тебя и созидаю снова. Теперь обратите внимание. Мое обещание твердо и не будет нарушено. Никто не сможет вырвать тебя из моей руки. Моя любовь вечна. Если вы полны сомнений, то это потому, что вы слушаете не тот голос, но давайте оставим все как есть. Пожалуйста, приди в мои объятия. Я так же взволнован, как и ты. Ты возбуждаешь меня, когда бежишь ко мне. Могут возникнуть трудности и остаться сомнения, но это всего лишь птицы в полете. Не позволяйте врагу свить гнездо в вашем сердце, пока вы отвергаете смертельную ложь, которую он пытается посеять. Не сомневайтесь. Тогда вы сможете уйти от этой печали. Сейчас я гравирую свое имя в твоем сердце, чтобы ты не забыл и не усомнился. Вся моя любовь твоя. Расскажи мне, каково это слышать, что я люблю тебя. Что вы думаете, когда я чувствую, что обращаю внимание на каждую вашу мысль и полностью осознаю вашу ситуацию? Какие эмоции переполняют вас, когда вы знаете, что вы так драгоценны, защищены и любимы? Я хочу, чтобы ты всегда был уверен в моем присутствии, даже если ты иногда этого не чувствуешь, даже если ты позвонишь мне и не услышишь ответа. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе. Не доверяйте только чувствам и эмоциям. Потому что мои сочинения гарантируют, что, даже если вас окружают бесчисленные обстоятельства, ничто, абсолютно ничто не сможет разлучить вас со мной.
Сразитесь со своими самыми страстными врагами. Испытание. Не сомневайся в моей любви. Если у вас есть мое слово, верьте ему, даже когда вы чувствуете себя слабым, расстроенным, преданным или разочарованным. Помните, не нужно никого просить о помощи, ведь моя тень окружает вас. Теперь говорите громко и ясно, чтобы небо услышало. Иисус, я верю в Тебя. Ваши чувства не определяют ваши убеждения. Вы стойкие, верные и верные. В моем святом слове вы найдете истинную уверенность. Кричите изо всех сил. Я верю во Христа Иисуса. Знайте, что в этот самый момент армия ангелов-воинов собирается вокруг вас и сражается на вашей стороне, пока вы полностью не освободитесь от беспокойства. Это то, что я решаю и обещаю. Даже если вы не понимаете, что чувствуете, ваше сердце наполнится радостью и миром. Видишь ли, дитя мое, я всегда рядом с тобой. Я никогда не перестану любить тебя и всегда буду здесь, чтобы защитить тебя. Я буду рядом с тобой ночью и на рассвете поприветствую твою душу. Каждый день я буду сидеть с тобой и всегда буду здесь. Я тебя люблю. Великие благословения приходят к вам. Есть ли у вас ощущение, что произойдет что-то необычное? Вы чувствуете этот мир и наполняете свое сердце моими словами. Не позволяйте сомнениям поколебать вашу веру, но оставайтесь твердыми. Потому что последнее слово за мной. Я вылечу все твои болезни. Стойте смело. Тогда из вашей жизни исчезнут все проклятия, долги и плохие воспоминания из прошлого. Ваше освобождение близко, сегодня цепи разорваны, радость и счастье текут к вам в изобилии. Я совершу великие чудеса в твоей жизни. Уста твои будут полны хвалы, и сердце твое наполнится радостью. Обещаю, и вы увидите это своими глазами. Вы получите все, что вам нужно, и даже больше, чтобы благословить и помочь нуждающимся. В моих объятиях ты найдешь утешение, силу и защиту от бурь, бушующих вокруг тебя. Моя любовь к тебе – это не временная эмоция и не временная эмоция, которая пребывает и утекает в зависимости от течения обстоятельств. Это вечная, непоколебимая, неопровержимая истина, вписанная в саму ткань Вселенной. Это любовь, которая длится во времени, любовь, которая побеждает все, любовь, которой нет конца. Итак, мое дорогое дитя, будь уверена в моей любви. Позвольте ему проникнуть в каждую клеточку вашего существа и наполнить вашу душу преобразующей силой. В моей любви вы обнаружите, что ваши раны исцелены, ваше разбитое сердце восстановлено, а ваш утомленный дух обновлен. Я Бог, который видит тебя, знает тебя и любит вечной любовью. Я Господь, который никогда не оставит тебя и не покинет тебя. Я пройду с тобой по долинам и поведу тебя на вершины гор. В моей любви вы откроете свою истинную личность, конечную цель и вечное предназначение. Ты мой, и я твой навсегда. Так верьте в мою любовь и полагайтесь на мою милость. Тогда позвольте мне провести вас в величайшие приключения в вашей жизни. Потому что в моей любви все возможно, все мечты сбываются и все обещания выполняются. В моей любви ты целостный, ты мой.